Я почему взяла эту тему, экзистенциальный онтологический аспект, сразу уточню, слово «экзистенция» с латинского языка переводится «существование». Онтология переводится, по философии, помните, это учение о бытии. Поэтому я взяла это в широком контексте, ибо сейчас проблему идентичности одного народа в процессе глобализации, в принципе, рассматривать, я считаю, не то, что невозможно, это просто некорректно. Поэтому, когда мы с вами говорим о глобальном масштабе философии идентичности, то я вам очень благодарна, что, несмотря на то, что глобализаторы совершают такой сильный прессинг, давление со всех сторон, вы, историки, этими проблемами занимаетесь в контексте одной этнической группы или одной нации. Я хотела бы остановиться на том, что в прошлом году, 27 августа, скончался известный европейский социолог Эммануэль Валlerстайн. Он написал интересный учебник, называется «Социальные науки для 21 века». И он там выдвигает основной тезис. Он говорит: мы живем в конце знакомого нам мира. Соответственно, когда мы говорим о поколенческом начале, получается, вы говорите старшее поколение, средние и дети. Валlerстайн хочет сказать, что все население земного шара живет в конце знакомого нам мира. Потому что на самом деле в данном случае нельзя говорить о том, что какой-то народ более-менее знаком с этим миром, а какие-то народы менее знакомы. Эта общая тенденция, она обусловлена тем, что глобализаторы ведь начинают эту тенденцию не за тем, чтобы образовывать, делать, идентичными народы, а все начинается с того, что все народы становятся неидентичны самому себе. В связи с этим хочу привести работу известного нашего ученого, физика, который вел передачу, когда мы были маленькими, называлась «Очевидное и невероятное». Это академик, профессор Капица и Курдюмов. Они написали книгу, называется «История 10 миллиардов». В этой книге они приводят такие факты, что человечество проходит две стадии. Первый – это зоопопуляционный, когда на первое место ставится материя и жизненно необходимые продукты, или витальный период, так называемый. И они считали, что зоопопуляционный период человечества уже прошло, и, следовательно, материальный уровень настолько оказался высоким, что эта материя привела к тому, что человек стал потребителем, а в последующем уже стал сверхпотребителем. И, соответственно, чтобы в сверхпотребительском обществе люди сохранили свою этническую, региональную, социальную идентичность, нужно перейти на какой-то другой уровень, за тем, чтобы человек не стал сплющенным в эту эпоху зоопопуляции. И они предлагали второй период развития человечества, он называется, как они его определяют, психосоциальная формация. Если Маркс выделял все свои формации с точки зрения экономики, они решили, представители точных наук, это назвать психосоциальной формацией. Почему они решили таким образом сделать? Все дело в том, что физики поняли, что человечество постепенно подошло к такой формации, когда все морально-этические нормы постепенно стираются, исчезают, они становятся, не главенствующими, и они пришли к выводу, что когда мораль утрачивается, значит, человечество проходит такой психологический, этап, когда все эти традиционные нормы просто-напросто не стираются, а уничтожаются. И поэтому есть известное такое у них сравнение, что ли. Были классические войны, которые велись классическими войсками, генералами, адмиралами, когда люди воевали за какие-то территориальные или освободительная война была. Но они говорят, что во втором периоде, психосоциальном, начинается так называемая война психологическая, когда на первый план в этой войне приходят люди морально неустойчивые или в буквальном смысле аморальные. И поэтому, когда происходит эта, деградация, или, вернее, война за деградацию человечества, то, соответственно, первым, что они в этой системе делают, они стирают все традиционные нормы, обычаи, которые закладываются всеми народами в течение тысячелетий. И поэтому, исходя из этого, то, что сегодня
Вахитов говорил, что наступила постнационалистическая эпоха. Вот они, наоборот, утверждают, что ничего подобного не происходит, потому что вот когда мы говорим о психосоциальной войне, все дело в том, что те деды фашистов, которые воевали, они, в принципе же, после того, как их победил Советский Союз, приходили с войны и рассказывали свое отношение к этим событиям, как они стали побежденными. А наши деды рассказывали, наоборот, какими они стали героями и говорили о войне с позитивной стороны. Потому что наши деды воевали защищали нашу родину, они были защитниками, а немцы, они в основном были захватчиками. И поэтому, когда мы говорим о психосоциальной формации, то, соответственно, здесь не нужно говорить о том, что вот пройдя зоопопуляционную эпоху, психосоциальная эпоха, она как бы вот эти все исторические факторы идентичности как бы с собой на эту войнушку, как говорится, ничего не берут. Поэтому вот я Вахитову, к сожалению, не успела возразить, когда он выступал. Но, тем не менее, вот эта война, которая носит, как бы сказать, такой всеобъемлющий характер, она обусловлена тем, что, вот, допустим, это определяется так. Если феодализм – это была система внеэкономического принуждения, капитализм – это система экономического принуждения, а вот то, что Рустам говорил, посткапитализм – это система психологического принуждения. И поэтому, так или иначе, каждый народ или этническая группа, когда он какими-то, как бы сказать, выводами хочет, с одной стороны, обособиться, как идентичность, а с другой стороны приспособиться и с третьей стороны сохраниться, вот эти все аспекты он, к сожалению, должен учитывать, но, к сожалению, эта тенденция у нас рассматривается только в контексте философии и онтологии с экзистенциальной точки зрения, но, к сожалению, она не рассматривается исторически, потому что у историков обычно линейное мышление, а философия истории, она говорит о том, что вот эти все аспекты мы должны в этом случае учитывать, потому что вот когда мы говорим об эйдетической особенности исторического процесса, мы должны зрить корень и говорить о сущности вот этих процессов, которые, к сожалению, коснулись всей мировой глобальной системы. Ну, заканчивая, тут у меня написано очень много было по поводу психологического воздействия вот этой всей ситуации, но вот хочу сказать, единственное, вот, которое сейчас у нас, как говорится, явно и неявно проявляется во всем, это глобальная цифровизация. Потому что в свое время великий Платон, будучи объективным идеалистом, вот, оценивая ситуацию вот, школы Пифагора и говоря, что было первичным, первой наукой, философия или математика, он говорил о том, что не нужно сводить сущности сверхнеобходимости к математике, потому что цифра, она в данном случае, она может быть или в количественном отношении, но мы должны, он говорил, основной упор делать на качественный аспект. Поэтому вот глобальная система цифровизации, она будет способствовать тому, что население земного шара будет меньше читать, и, соответственно, вот все помним известную работу, вернее, произведение Брэдбери о Фаренгейте. Вот как раз под этим градусом он писал, что сжигаются все книги, и когда человечество сжигает книги, он вот обращает внимание на визуальную картину мира. А визуальная картина мира, чем она для идентичности опасна? Все дело в том, что вот в свое время Эйзенштейн пытался снять художественный фильм про «Капитал» Карла Маркса. Он долго носился с этой идеей, но когда он понял, что человеческую мысль нельзя экранизировать, что это не художественное произведение, он это отложил в сторону и сказал, визуальная система, она в некоторой степени полностью стирает идентичную картину научного мира. Поэтому вот в данном контексте сейчас у нас дети идут только цифровики, которые воспринимают только визуальную картину мира, интересно и неинтересно, потому что они воспринимают действительность как цирк в данном случае. И, соответственно, конечно, мы с вами получаем постмодернистскую эпоху, вот то, что постмодернисты писали. Первое – это иронизировать над тем, что имеется в традиции, и, во-вторых, иронизируя, высмеивая, оттуда высекать полностью смысл. А когда высекается смысл, вместе со смыслом
высекается и сама идентификация. Потому что человек не может быть тем же самым, тождественным самому себе, когда он высмеивает объективную действительность, и это представляет уже как ироничную или саркастическую картину мира. Благодарю за внимание.